алейкум и всем здравствуйте. Сегодня будем говорить об Украине, о войне, поэтому всегда стараемся говорить на русском, чтобы поняли все. Я заранее предупреждаю, что я не учитель русского языка. И русский язык не мой язык, чтобы я без акцентов и все правильно говорил. Сегодня будем говорить о войне, которая происходит в Украине. Эта война, как-то говорят, обратно переходит в Кремль. Насколько я уже слежу за это. Вот, что происходит, кто, как, зачем, за что. Ну, конечно, у нас поздно ночь, почти 2 часа, прямо из Польши, в центре Польши, Варшава. Всем салам алейкум от Варшавы. Я гражданин Таджикистана, по национальности калах, не таджик. Разговариваю на 9 языках, не профессионально, но на общительном языке, можно сказать. На общительном разговоре. С акцентом, хоть я разговариваю. А сегодня почему я разговариваю на русском? Потому что, чтобы поняли все русскопонимающие, русскоговорящие народы. Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Украина и в том числе остальные, кто понимает. Сейчас война переходит в Кремль. Все олигархи, все богатые, все, которые были, как сказать, жирными, их не актив, у них большая проблема сейчас начинается с Путиным. Путин должен отвечать на все это, не только на войну Украины Путин должен отвечать. Путин должен отвечать на остальные активы, которые у людей, у народа, которые были. Сейчас Путин должен отвечать на них тоже. Кто гарант за это? Перед тем объявлять войну, был гарантия всем, что ничего не потеряется. А сегодня, оказывается, все потерялся. Сейчас внутренняя олигархская война теперь вот-вот начинается. Уже, как-то говорят, какой-то шум там есть внутри. Все вы прекрасно знаете, один день война, сколько трата, столько деньги. Ну, мы понимаем, сейчас Таджикистан отдает все свои последние копейки. Украина, Белоруссия отдает, помогают, финансовые, все помогают, чем сможет. Сейчас мир помогает Украину, чем сможет. А Таджикистан, Белоруссия, они тоже чем сможет, тем помогают России. Сейчас, по некоторым данным, Китай уже вставляют свои условия, требования. Отдавать те территории, то территория, например, Таджикистан, например, отдаешь от Киргизстана такой-то доля для меня, ты отдаешь от Казахстана такой-то доля земля для меня, вот, и свою российскую территорию отдаешь какой-то часть тоже для меня, чтобы, извиняюсь, я на трассе просто, вот. Тоже требует, Китай тоже вставляет свое требование, понимаете, в горло Россию вставляет свою ногу, вот говорит, давай отдашь мне Таджикистану, давайте мне отдашь какой-то часть Казахстан, давайте мне отдашь, как Гитлер, извиняюсь, не Гитлер, как во время СССР
тоже сценарий сейчас идет. Я извиняюсь, включаю, наверное, свет, да, внутри немножко, чтобы было видно. Сейчас тоже то сценарий идет у нас во время сталинской войне с Гитлером. При условии отдавать данные территории уйгурские и некоторые территории отдавать в Китаю, Сталин по соглашению Сталину, я отдам эту территорию, и ты помогай мне с оружием, пуля, чем сможешь, хлебом помогай. Ну вот, в тот момент Китай помогал Сталину, чем смог. Вот. И за это Сталин отдал данные уйгурские территории, которые живут уйгуры, отдали полностью. И часть Казахстана, часть где-то отдали Китаю. И часть Таджикистану тоже. У нас половина Бадахшан находится в китайской зоне. Тоже эта территория, то, что есть, то, что Сталин обещал, отдавал эту территорию. Сейчас, в данный момент, Китай диктует, уже говорят, отдашь это, и это, и это, и это, я тебе помогаю на этой войне. На этой войне я тебе помогаю. Сейчас под угрозой стоит Таджикистан. Особенно Таджикистан, то Китай давно уже положил глаз и хочет получить эту территорию под свое влияние. Под себе. Сейчас уже конкретно угроза стоит в Таджикистане. Не только угроза стоит, что входит какой-то состав где-то там, не знаю, как состав России или состав Европы или состав Китая. Нет. Конкретно исчезновение Таджикистана. Как входит туда, как уйгуры, все, короче, там исчезнут. Таджикистан, то, что есть, исчезнут. Но Путин, наверное, готов отдавать эту часть своего влияния Китаю. Китай поэтому пока держит свое нейтральное положение. Я тот раз сказал на свое обращение, что Китай, как те большие птицы, которые животные умирают, потом нападают, кушают, а пока не умирает, летает высоко-высоко и следит за этой свою жертву. Вот ястреб, да, наверное, называется. Вот точно Китай, стиль Китая такой. Сейчас у Китая такое же условие, чтобы получить Таджикистан. Или какой-то часть России официально расширять свою границу. Условия Китая. Как раз момент, чтобы расширять свою границу, Китай получит от России территорию. За взаимную помощь будет. А в данный момент уже внутри, в России, внутри, прямо олигархов, начинается паника и проблема. Большие проблемы. Потому что они очень большие деньги потеряли за один день. За один день. Он сказал, Бог отдал, Бог забрал. За один день потеряли. А там уже дальше Путин не опасается от Украины, а уже опасаются от своих этих окруженных олигархов. Потому что деньги это вещь такой, который, как Эмомали Рахмон или как кто-то, они готовы продавать свою родную маму. Да? Деньги такой вещь. Эти олигархи, не продают свою маму, они готовы продавать Путина. За это деньги, которые они потеряли. За его ошибку, за его действия, за обещание. Шойгу. Здесь Шойгу обещал,
что за 2 дня решим эту проблему. Вот и за 2 дня решили свои проблемы, а не украинские проблемы. Лишились они за 2 дня свои миллиарды. В России ни 1, ни 2 миллиардеры. Все они уже лишились от своего богатства, от своих деньги. Яхта, вилла, в европейских странах как много денег, много богатства, много дома. Они все решили за 2 дня. Как Шойгу обещал, решим за 2 дня. Ну, они решили, действительно, за 2 дня решили. Все олигархи России стали бедным олигархом на свете. Теперь, что они будут делать на самом деле? Что они будут делать? Они будут требовать от Путина: давай, восстанови это. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к господину Зеленскому. Я, честно, я бы хотел от сегодняшнего дня не назвать президент Украины. И можно тебе назвать и президент Украины, и прямо званием маршалом, который как герой стоял, умереть с честным, как герой у себя дома на родину, чем как крыса убегать куда-то. Это правильное решение от стороны генерала или маршала Зеленского. Достойно ты, мужик, действительно. И хочу сказать, господин Зеленский, война — это не только защищать себя или страну. Война — это решать конкретно. Война или победить, или проиграть. В войне ничья не бывает. Война тот самый, как спорт. Зайдет 2 боец, один из них должен победить. Если будет это ничья, значит через какое-то время опять этот бой составится. Это как просто берем ринг, бокс, ММА и остальные UFC, KFC, Макдональдс, да? Все это, брат. Если бойцы будут драться там, если у них будет ничья, то этот бой опять составляется через какое-то время. Значит, эта война то же самое. Если это будет ничья, то через какое-то время опять начинается. Война должен быть чья-то победа и чья-то проигрыш. Война — это не только защищать страну, выгонять это оттуда, а потом сказать: вот, все, мы выиграли. Когда, господин Зеленский, вы, господин, все остальные украинские народы, когда вы выгоняете просто русских, это не победа, это ничья. Победа, когда или полностью лишите их, полностью, или полностью сдавайтесь. Никогда на ничью война не закончите. Это мой совет. Если во время 41-45 году у Гитлера, у Сталина то же самое было бы ничья, то в 55 году или 60 году повторно начиналась бы эта война. Война тот, который ставите флаг прямо в Кремль. Вот тогда завершается эта война. Или они ставят свой флаг прямо в Киеве. Вот тогда завершается война. Тогда будет понятно, чья победа, чья проигрыш. Никогда в войну ничья не бывает.
Ничья один раз делали, опять начался. Вы сами, вот в Украине, с Россией, если я не ошибаюсь, 2 раза была ничья. Воевали, выгоняли, опять пришли. Воевали, выгоняли, опять пришли. Выгоняли, надо догонять до конца. Вот тогда будет победа. А ничья это не победа. Я вам просто это говорю, как друг вашей Родины, как друг вашего народа, как настоящий кумир Зеленского. Я это говорю. Я не только Зеленского люблю, или я его кумир того, что он президент. Нет. Когда он в сценах был, когда он в театре, когда он в фильме, я всегда смотрел и наслаждался от его творчества. Сейчас наслаждаюсь от его мужества, которое у него есть. Мужик достойный, не сидит в креслах где-то в нору и не говорит, что не отправляет солдатов умереть. Сам стоит в передовом, в столице, выходит, улица, делает эфир, собираются со своей командой. Все команды, которые у Зеленского есть, все мэр городе, все офицеры, солдаты, все, которые вы сейчас работаете в госслужбе или кто-то, да, действительно вам от души просто честь, потому что вы достойны. Вы достойны этого. Вы достойны стоите, достойны воюете и достойно защищайте свою родину. А не как сидеть где-то в нору, создавать себе под землю или где-то в нору кабинет и фонограмму пустить оттуда, такой-сякой, да? Без фонограммы, живой, сам выходить в эфир прямо от столицы, обещать народу. Быть с народом — это просто маршал Зеленский, генерал Симус Зеленский. Не только просто генерал. Заслужил. Ты этого заслужил. Есть некоторые генералы, в нору сидит где-то и каждый день себе сам звание подарит. И детям свое тоже звание подарит. Генерал, генералша, генерал. А если птицы летают, этих генералов не найдешь где-то генерале. В нору ходит, как крыса. Вот это называется наши генералы. В Шойгу очень сильно подвел Путина. Очень сильно. Почему подвел Шойгу Путина? Потому что Шойгу это не военный человек. Как наши генералы, главнокомандующие и остальные, тоже учители, колхозников, которые действительно не знают, что такое военный. Как Рахмонов сам сказал на одно свое выступление, я вас привел из поля, где барана пасили, да? Я вам отдал звание генерала. Теперь работайте. Если не работаете, я вас выгоню и другой пастуха принесу, сюда поставлю в генерал.
Эти генералы ничего не может делать. Они просто тупые и как бараны. Я разговаривал с одной украинским военным, который в поле боях тоже в операциях участвует. Я задавал вопросы, я сказал, бьете там, танки горят, там трупов не видно. Где это трупы? Ну, говорит, внутри есть, наверное. Я говорю, как это, наверное? Ну, говорит, шашлыком пахнет, значит, есть кто-то. Я говорю, а какой там шашлыком пахнет? Ну, говорит, свинины шашлык. Прикалывается, говорит, шашлыком пахнет у нас. Я говорю, что это такое пошло-то так? Ну, говорит, ну мы каждый год нашу землю посадили, картошка, капуста. А в этом году русских посадили на наше поле. За место картошки, говорит, русских посадили. Ну это действительно позорно. Теперь не знаю, у Путина задний ход работает, не работает. Это, как-то говорят, он сам должен думать. Если работает, то надо еще не поздно давать уже задний ход. Ну ты точно, Путин, не выигрываешь эту войну, не выигрываешь, потому что уже видно. Уже твои сторонники Китая или кто-то, они хотят свою долю. Они просто так тебе помогать не будут. Никто просто так тебе не поможет. Как сейчас просто так мир помогают Украину. За просто так мир. Волонтеры, футболисты, актеры, актрисы, в киностудия, не знаю, какой-то бренди какие-то. Все они миллионами, миллиардами пожертвуют. Просто так помогает Украину, который на возврат ничего не требует, а завтра ничего не требует. А у тебя еще не помогая, Китай вставляет уже свой ультиматум, что ты отдашь мне эту территорию, ты отдашь мне эту территорию, я тебе помогаю. Ну, с оружием тебе, ну, может быть, помогают. Но с войской точно не будет помогать. Тоже во время СССР. Питанием помогают, деньгами помогают какой-то, да? Ну, решай, Путин. То ли отдай Таджикистан Китаю, отдай половину Казахстану Китаю отдашь, половину свою территорию отдашь Китаю, который есть сейчас уже китайцев там. Ну, отдашь, если хочешь спасать себе. Ради одного себе спасать, вот тебе придется отдавать столько территория свое влияние, просто отдавать Китаю. Вот Китай тогда тебе с деньгами может поможет, помогают тебе. А дальше решай. Ну, посмотрим, что будет. Китаю, когда ты подаришь Таджикистану, сразу скажи ему Мали Рахмону, чтобы, как-то говорят, с какой-то чиновником Китаем они ЗАГС сделали сразу. Ему Мали тоже замуж отдай Китаю. Потому что уже не надо будет нам тоже ему Мали Рахмон. Как я сказал, на чужой огонь жаримся мы, народ Таджикистана. Это на самом деле. Огонь где-то очень далеко от нас, а на самом деле жаримся мы, народ Таджикистана. Сейчас под угрозой стоит вариант отдавать Китаю
Это один вариант А. Это точно будет. Потому что в Россию сейчас нужен помощь. Вариант А – отдавать Таджикистан. Вариант Б – отдавать половину территории России, как отдавали Америку. В свое время угроза француза, от страха французского войска отдавали Аляску Америку. Продавали очень на маленькую сумму. А Таджикистан сейчас на вопросах стоит, на исчезновении вопросов. На вопросы стоит. Это не шутка, ребята. То, что источники, которые вот я вам говорю, это не шутка. В грани исчезновения. Флаг, имя, гимн, деньги Таджикистана на грани исчезновения. Вот-вот. И еще одна ошибка Путина. Таджикистан уходит прям в состав Китаю. Прямо уходит туда. Без вопросов, без разговоров. Только дают ему Мали Рахмон и его семья, и там 4 долбоебов, которые у нас есть, якобы дипломатов. Им дают гарантию безопасности жизни, дом, квартира в Пекине, хороший там жизнь, все. Они уходят туда, и дальше таджики, знаете, и китайские войска знают, и все будет закрыта территория. Вот и все. Сейчас мы стоим на продажу. Таджикистан на продажу. Гарантию помочь Китаю, Россию, отдай Таджикистан. Сейчас такой ультиматум есть. Отдашь Таджикистан, это еще подумаем. Это как на процент идет Таджикистан. А потом и отдашь еще территорию от Казахстана, и отдашь территорию еще от своего территории, России. Вот такое условие. Или же, сам знаешь, иди, что хочешь делать. Вот теперь будет, Путину надо разбираться со своим олигархом. Уже он не может на улицу выходить, потому что вокруг уже вся стоит, говорит, где мои деньги? Что ты нам сказал? Давай, говорит, давай или будем по-другому. А с другой стороны, он должен завершать войну с Украиной. Тут надо отвечать еще. Тут надо тратить. А мир уже закрыто. Уже мир закрыто. Не пускает никого, не отдает, не берет. Понимаете, ситуация уже какой стал. Уже ни туда, ни сюда. Есть один туда, в Китае, только при условиях принимать ультиматума Китая, который ставит в Россию. Китаю ничего не надо, кроме территории. Китай хочет расширяться, Китай только требует территорию. Отдашь это, отдашь то, отдашь третье, отдашь четвертое, отдашь пятое. Во время 41-45 году столько помог Китай, это есть в истории, смотрите, все, они даже в документальных фильмах есть. Столько помог Китай, за место только требовал, дай территория, земля. Отдал Таджикистану несколько миллиардов долг, за место 1500 квадратных километров Таджикистана забрал себе.
Понимаете, о чем идет речь? Реально, сейчас Токаеву говорит, давай отдашь какой-то, Назарбаеву Токаеву говорит, давай какой-то час отдай Китаю. Сейчас вопрос жизни и смерти стоит. Или ты тоже будешь растоптанным народами. Бери сколько хочешь, где хочешь, скажи. Давай, бери, отдай Китаю. Народа обманываешь, народу убьешь, народу раздавишь. Самое главное, тут не народ, а наша жизнь стоит. Наше богатство, жизнь. Вот такой ситуация идет. Друзья, я как аналитик, я просто анализирую, вам говорю это. Я не враг русского народа, я не враг казахского народа, я не враг китайского народа, я не враг украинского народа. Я не враг, я как аналитик, я анализирую. Я вам говорю, вот эта ситуация, сейчас точно такой же стоит, такой ультиматум. Если анализировать в новостях, Китай что сказал, потом что сказал, а потом сейчас что он говорит в данный момент. Почему первоначальным сказал, что я буду помогать или все там, все нормально, а потом какой-то мы подумаем, а там жирный ультиматум стоит. Территориальность. Дашь землю. Дай свое влияние час для меня. Поэтому, чем в жизнь Украину, скажем, да, хоть столько бомбардировали в землю что-то там, чем это, угроза больше в Таджикистане есть. Если, скажем, угроза 50/50 Украина, то на Таджикистану 90/10, 90% угроза стоит на территории Таджикистана, входить в состав Китаю, отдавать, просто так подарить за одну какой-то жизнь, за одну человека, за одну ошибку. За одну ошибку сейчас готова жертвовать 10 миллионов народ таджиков и отдавать туда. И что будет дальше, пока неизвестно. Может быть, судьба уйгуров, или хуже судьба уйгуров, или может процветание. Ну, мы как проститутка останемся. Россия немножко потрахает нас, а потом отдает Китаю. Китай потрахает, не надо будет, отдает кому-то, кому-то, кому-то. Наша земля, Таджикистан, вот такая, как проститутка. Из раньше было то самое, наверное. Монголов брали, мангутов брали, арабов брали. Кому не лень брали, а последний вот это вот Красная Армия, они брали. Вот такой вот, кому не лень брали. Брали немножко, позанимались любовью и бросали. И отдали кому-то, подарили кому-то. А сейчас мы, как подарок на 8 марта, как подарок идем к Китаю. Таджикская земля, как подарок идет в Китаю. Для того, что защищать одного Путина. Путин защищает свое кресло, чтобы получить помощь, деньги, потому что в день миллион уходит в войне, в день миллион, столько транспорт, оружия, наверное, миллиард уходит, в день уходит, за сутки. А этот денег нужен как воздух сейчас, в данный момент. Вот такая ситуация, ребят. Это, так скажем, чисто мой анализ был. Дальше посмотрим, что будет. Если вы что-то думаете, народ Таджикистана, русскоговорящий, кто-то там что-то, можете писать на комментариях свое мнение. Всем
Салам алейкум. Народ Украины, держитесь. Слава Украину. Героям слава. Живе Беларусь. Алга Казахстан. Озоди ба Таджикистан. Держитесь, как сказал Медведев. Пока денег нет, держитесь.